В Нижнем Одессе торжественно открыли спортивный зал, отремонтированный при поддержке нефтяников. Спортобъект, подходящий для организации командных игр и других мероприятий с участием большого количества людей, обновили в рамках соглашения между правительством Коми и компанией «Лукойл». Здесь созданы прекрасные условия для занятия волейболом. На поселке Нижний Одесс волейбольные команды всегда были сильные. С вводом такого объекта, я думаю, что в этом направлении работа будет еще лучше организована. Обновленный спортзал подходит для проведения матчей по волейболу, мини-футболу и баскетболу, а также встреч между игроками в настольный теннис. Естественно, поспособствует развитию спорта, потому что было и что стало, это надо было просто смотреть, что было. Все новое, отремонтированы раздевалки, душевые восстановлены, полностью отремонтирован спортивный зал, поменено покрытие, оборудование приобретено. Дети вообще пищали от восторга, когда зашли первый раз. Стоит отметить, что волейбол в поселке очень популярен, поэтому для местных спортсменов это событие стало более чем долгожданным. Профильный вид спорта у нас волейбол, так что у нас пол поселка играло раньше в волейбол, а сейчас чуть-чуть поменьше, но детей 35 человек занимаются. И так-то все удобно, раздевалки, душевые, все конкретно сделано. Вторая жизнь спортивного зала Дома культуры Нижнего Одесса началась с товарищеского матча между молодежной сборной поселка и командой нефтяников. Игра завершилась победой более опытных спортсменов. Предложили, и нас, слава богу, поддержало и правительство Республики Коми, и руководство района, и мы решили сделать здесь капитальный ремонт. И то, что сегодня было, когда мы вошли, открыли дверь и вошли в эту часть, я думаю, меня, наверное, куда-то не туда ведут, наверное, уже какие-то другие совершенно места я попадаю. На самом деле получилось очень здорово, замечательно, и я искренне надеюсь, что это место не будет пустовать. Также представители нефтяной компании и администрации Сосногорского района посетили социальные объекты Нижнего Одесса. В первой школе поселка, благодаря партнерству, скоро заменят все окна. Как отмечают в образовательном учреждении, таких масштабных работ не проводилось на протяжении всей более чем 50-летней истории школы. Оконные рамы требуют замены, но и сами по себе окна, потому что, конечно, холодно, здание поставлено так, что все ветры как раз-таки дуют в учебный корпус. У нас, когда зимой температура очень морозная, то есть приходится ставить обогреватели в кабинеты. В физкультурно-оздоровительном центре «Нефтяник» состоялась встреча с нижнеодесскими любителями хоккея. Спортсмены озвучили свои пожелания для развития этого направления. Это приобретение формы, специализированной техники и другие мероприятия. Хоккеем занимаемся взрослые за 40, за 45 лет. Все приходят, занимаемся, помогаем деткам. Так-то просто спорт надо поддерживать. Вот ходим, я 7 лет сюда хожу, занимаюсь. Представители районной администрации приняли к сведению информацию от хоккеистов Нижнего Одесса и пообещали, что развитие спортивной инфраструктуры поселка обязательно продолжится. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В общественной приемной Сосногорского отделения партии «Единая Россия» состоялось собрание активных женщин района. Поводом для встречи послужило информирование о проекте «Женское движение Единой России». Цель женского движения – создание системы адресной работы с женской аудиторией, а также всесторонняя помощь женам и матерям, участникам специальной военной операции. Какие же ключевые направления работы? Это поддержка женских добровольческих объединений, формирование площадки для общения и обмена опытом среди активных представительниц прекрасного пола, взаимодействие с женами и матерями, участниками СВО и поддержки данной категории женщин, помощь в решении вопросов семей, материнства и детства и поддержка женского предпринимательства. Женское движение партии начало работу в Коми с ноября прошлого года. Теперь его отделение есть и в Сосногорском районе. Собравшиеся обговорили состав актива, прозвучала информация о действующих партийных акциях. Так стартует акция «Материнская посылка», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Она реализуется в регионе уже 20 лет для поддержки призывников-сирот из Коми. Сегодня актуальна для помощи участникам СВО.
В посылку могут входить вещи, продукты питания, средства первой необходимости. Также у нас, например, школьники, они оформляют записки, письма солдатам с поддержкой наших ребят. В этом году праздничные посылки к 23 февраля будут направлены как солдатам-срочникам, так и тем, кто принимает участие в специальной военной операции. Так как посылка – подарок на праздник, из продуктов желательно передать сладости, чай, кофе и тому подобное. Прием будет проходить до 10 февраля. Другая партийная акция, посвященная специальной военной операции «Книги Донбассу», уже завершилась. В течение полугода мы вели сбор книг для пополнения библиотек ДНР и ЛНР. Жители приносили нам различную литературу. В последней партии, конечно же, преобладает детская литература. Большая часть книг не новая. Но потертость книги не это ли показатель того, что книга интересная и увлекательная? Все собранные книги мы в ближайшее время переправим в Сыктывкар, а оттуда уже на Донбасс. За время акции в ДНР и ЛНР переправили 4 партии книг. Также на базе общественной приемной «Единой России» продолжает работу пункт сбора вещей для поддержки военнослужащих. Наши жители приносят средства личной гигиены, продукты питания, лекарства. Все собранные вещи мы сортируем и передаем в центральный пункт сбора на базе боевого братства. Помимо общественной приемной, пункты сбора вещей находятся в Доме детского творчества и Доме культуры «Горизонт». На собрании женского движения «Единой России» были предложены актуальные вопросы для обсуждения и намечен план работы на ближайшее время. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В спорткомплексе «Метеор» прошли республиканский турнир «Кубок Тимана» и первенство Коми по боксу. На торжественном открытии участников приветствовал первый заместитель руководителя администрации района Ильдар Махмутов. Он похвалил их за полезное увлечение спортом, пожелал удачи и победы. Вы сегодня все являетесь, уже несмотря на то, что еще не начались, но вы уже все победители, потому что вы все нашли, вы все готовились, тренировались и приехали на соревнования. Нашли в себе силы и мужество участвовать в этих соревнованиях. Он также отметил, что открытие турнира совпало с одной из великих дат в истории Великой Отечественной войны – победой в Сталинградской битве, переломившей ход истории. И сегодня, глядя на спортсменов, можно смело сказать, что в нашей стране растет достойная смена. Ежегодные детско-юношеские соревнования в этот раз собрали более 170 участников от 8 до 18 лет со всего региона. Это почти на 100 больше, чем в прошлом году. В последнее время мы стали под этот турнир брать и первенство республики. В прошлом году так вот эксперимент такой сделали, вроде как нормально прошло. Вот в этом году тоже повторили так. И у нас получилось так, что мы еще грандиознее его, потому что 170 участников – это очень много на 3 дня. По идее, мы уже должны проводить 4 дня этот турнир. Воспитанники Сергея Андреева и школы Олимпийского резерва тоже участвуют в соревнованиях. Тренер отметил, что за последние годы сформировалась команда из боксеров 2007-2008 годов рождения, которые успешно выступают на различных турнирах. Так Ярослав Третьяков стал первым на международных янтарных перчатках в Калининграде. Бои были сложные, потому что соперники опытные и тоже занимаются не так мало, тоже лет 7-8. Но, скорее всего, был более уверен в себе. Республиканский турнир и первенство – одна из ступеней подготовки юных боксеров к более масштабным состязаниям. Победители отправятся на зональные соревнования Северо-Западного федерального округа. Воркутинский тренер Марина Румянцева привезла на Кубок Тимана в том числе и дебютантов. У нас многие в этот раз приехали на турнир первый раз вообще. Девочка у нас вообще сегодня будет проводить самый первый бой в принципе. И, конечно, для них это очень важно, это очень интересно посмотреть на других, посмотреть на спортзалы большие другие, то есть познакомиться с новыми друзьями. Очень большое значение для них это имеет. Программа тренировок перед соревнованиями меняется, занятия становятся интенсивнее. Также наставники стараются правильно настроить ребят перед боями, учат не волноваться и не бояться соперника. Однако здесь лучший учитель – опыт. Это преодоление себя, они все равно хоть маленькие, но мужчины, и так они становятся мужественными. С каждым разом, когда страх преодолевает, он становится все-таки меньше. И вот так ребята из юношей вырастают мужчин. Финальные бои турнира прошли 4 февраля. Сосногорские боксеры показали хорошие результаты. Полина Бастракова, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск.